Что вам нравится? В этом видео вы узнаете про коми-бренд, который постепенно входит в моду и захватывает всю страну. Также я вам расскажу про ежегодную конференцию «Отечество Земля Коми», и вы увидите несколько событий из моей жизни. В конце видео проведу долгожданный розыгрыш 1000 рублей из журнала «Арт». Также объявлю про новый конкурс. Конференция «Отечество Земля Коми» предназначена для юных исследователей родной культуры и языка. В этом году она длилась 3 дня. Первый день состоялось открытие на базе гимназии искусств и оценивание докладов. На следующий день нас, участников, водили в этнографический музей. Там рассказывали о тяжелом и долгом процессе изготовления одежды нашими предками. В Коми 12 районов. У каждого района национальная одежда отличается узором. Вот женщины в вижемском сарафане, а вот ударский сарафан, а это верхневычегодский костюм. Столько труда вкладывали на шитье такого наряда. Насколько они тщательно относились к своему повседневному быту. Ниточка к ниточке, стежок к стежку, никаких маркеров, никаких компьютерных программ. Все механизмы, все схемы в голове. И кто вот сейчас скажет, кто круче? Я суперматематик или моя бабушка, которая, простите, вот такие схемы держала в голове. Надеюсь, вас заинтересовала маленькая информация о коми-костюмах. Ну а видео продолжается. Иду на конференцию слушать дальше доклады. Из них можно найти много нового и интересного материала, которые потом можно использовать в видеороликах. В завершающий 3-й день подвели итоги конференции, и оказалось, что я занял 1-е место в своей секции. Подарили вот такой диплом 1-й степени, свидетельство и мою любимую книгу «Популярная история Республики Коми». Мне нравятся в этой книге иллюстрации и сама обложка. Когда буду печатать свою книгу, сделаю обложку из точно такого же материала. Победу отмечу с творогом, с кефиром и с апельсином и посмотрю фильм «Нярма». В интернете можно посмотреть. Вам тоже советую. Это фильм про оленеводов. Очень хороший, мне нравится. Вот 17 минут посмотрел с открытым ртом, можно сказать, от удивления и восторга. На днях мне написал сыктывкарский блогер Никита Чернов. Всем лав, с вами Чернов. И предложил сняться в его новой передаче «Детали, не формат». Ну вот мы и встретились. Ему сделать, чтобы нас двоих было в кадре видно. Все, мы идем на тебя. Слушай, Генрих, расскажи, вот что ты сейчас снимаешь? Я сейчас снимаю свой новый влог про свою жизнь, как и на своем канале все мои видео такие. Я вот посмотрел твои блоги, они в основном про Республику Коми. А вот скажи, в Выжме вообще не холодно снимать блоги? У тебя аппаратура не отключается от холода? У меня аппаратура не отключается, но очень быстро садится. Холодно, да. Было то, что палец даже отморозился. Хорошо, хоть не все пальцы, а то бы вообще блоги снимать не смог. Участвовал в фотоконкурсе от магазина Югодарт. И знаете что? Выиграл сертификат на 1000 рублей. Сейчас иду забирать свой подарок. Кстати, шарф и шапка тоже от этого и бренда. В магазине встретился с основателем бренда. Установил камеру и записал для вас интервью. Я уже давно пользуюсь вашей одеждой от Югодарт. И мне нравится качество одежды. Какой пряжей вы пользуетесь? Мы выкупаем разную пряжу, российскую, белорусскую, потому что в Беларуси, кто помнит, это тоже был какой-то показатель качества, белорусский трикотаж. И также мы покупаем пряжу из Эстонии, Латвии, финно-угорскую, которая имеет даже экологичные красители. Этника, она должна быть экологичной или хотя бы не вредить природе. И у них шикарные цвета, которые передают краски северной природы или краски северного сияния. А вот у вас эмблема такая красивая. Кто-то ее нарисовал. Опытный дизайнер. Смотрите, это у нас семейная мастерская. У меня муж коми, я наполовину коми. Дочка тоже коми, она тоже вдохновилась вязанием. Ее настолько вдохновило, что она сама нарисовала вот эти эскизы, которые мы потом сделали нашим логотипом.
Потому что, чтобы передать дух семьи, дух настроения, я не думаю, что какое-то крупное дизайнерское агентство сможет передать именно наше настроение. На самом деле я вижу лет 6. Как раз меня учила бабушка. И вот 2008 год, он был кризисный, и где, скажем, компания, в которой я работала, заявила о том, что она будет готовиться к банкротству. И у меня к тому времени тоже была некоторая усталость от наемной работы. И я решила попробовать, муж поддержал. На чем вы вообще вяжете? Ну, Не мы ручная вяжем... же работа, да? ведь? Почему? Руками? Мы вяжем руками, пальцами, спицами, ручная вязальная машина, крючок. Я еще умею вязать вилкой. Есть такой тоже инструмент. Боснийское вязание, перуанское вязание. То есть я знаю практически все виды вязания. И также мы вяжем с помощью бытовой ручной вязальной машины. То есть мы хотим вас попробовать на нее посадить, чтобы вы что-то повязали. Интересно. Это как тренажер. И также профессиональные уже машины, на которых нужно быть не просто вязальщиком, а нужно быть дизайнером, инженером, программистом, сразу 3 в одном. Но вот пришлось осваивать новую профессию. К сожалению, здесь, в Катаре, уже не учат этому специалистов по вязанию лет 15. Приходится ездить только вот в Москву на обучение. Так. Теперь маленький еще совет. Чуть-чуть подвинься к машинке, капелюшечку на стуле. Спиночка прямая должна быть. Давай еще один ряд ему дадим. Ну, 2 ряда, и Да. потом я докеру. 2 ряда. Нет, там все хорошо. Так. Да. Спокойненько, чтобы оно щелкнуло за вязание. Молодец. Ну, ключи чинин. Мы посоветовались и решили разыграть между вами сертификат на 1000 рублей. Условия розыгрыша очень просты. Нужно быть подписанным на мой канал, подписаться на группу Югодарта ВКонтакте и оставить любой комментарий под этим видео с ссылкой на ваш ВК, чтобы я вас быстрее мог найти. Короткометражный фильм уже обретает свой визуальный облик. С момента одобрения сценария автором рассказа я приступил к рисованию раскадровок. На протяжении недели вставал в 4 утра и строил кадры. Параллельно с рисованием мы ищем место съемок. Начались поиски локаций, где будем снимать фильм «Кудж». Сейчас хочу позвонить, спросить, имеется ли в одном селе колодец с рычагом. Алло, Ирина Васильевна, здравствуйте. Это Генрих Немцов, главный физик. Нам нужна деревня, где до сих пор есть колодец с журавлем. Если вы обладаете такой информацией, не стесняйтесь, пишите мне. Может, как раз в вашем селе мы будем снимать этот фильм. Ничего, потерпите. Придет лето, будет тепло и будет еда. Проголодались, кушать хотят. Орут во всю площадь. Также встретился с главным героем фильма и обговорил более подробно о съемках. Сам я тоже не забываю снимать. Например, недавно фотографировал своего одноклассника. Мне фотографии нравятся. А напишите, как вам. Сейчас узнаем, кто у нас выиграл 500 рублей. Давай, сверяй. И победителем является капитан Пальма. Теперь кто у нас выиграл 300? И Игорь Назаров выигрывает 300 рублей. Хорошо, ссылка оставлена. Напишу. А кто же займет 3-е место? И это Марукич Якостяна. 200 рублей выигрывает. О, отлично. И теперь разыгрываем 4 журнала Арт. Первый электронный журнал выигрывает Бык GNID. Второй журнал пойдет Валера Стародуб. Хорошее видео. Наступающим Новым годом с Украины лайк. Отлично, Валера. Тебе отправлю электронную версию журнала Арт. Новым годом Игорь Назаров. Игорь Назаров уже выиграл. Так. Тоже уже выиграл. Так, выиграл. Выиграл. Так,
раз такое дело, давайте я выберу сам из оставшихся комментариев. Вот. Опа, I love you. Поздравляю с 1000 подписчиков. Спасибо. Я вроде бы даже отвечал. Да, зауждайте. Угу. И отправляется опа, I love you. Кто же это? Ну-ка, давайте посмотрим. Ага. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Ой. Напишите в комментариях, кто вы такая. Вам достанется журнал. Хотел еще 4-й разыграть, да? Я там говорил в видео. Но тут больше нет новых людей, кому бы достался этот журнал. Благодарю за просмотр, не переставайте творить и мечтать. Все в наших руках. Бамби!